Аби Ярмухамедов, причисляет его к первому профессиональному художнику, живописцу, но он еще известен, сразу стал как художник театрально-декорационной живописи, работающий в театрах на Кавказе в некоторых какое-то определенное время, и также в Крыму. Начинал он свою художественную деятельность как художник-декоратор театра. Вот это его главное отличие. Родился он в 1880 году в городе Евпатории. Учился в Хутемасе. После окончания учебы вернулся в Крым и здесь уже продолжал свою творческую деятельность и участвовал на тематических выставках. Первая работа, которая считается одной из самой значительной, является работа «Татарская свадьба». Здесь, в этой работе, в этой картине, она больших размеров, художник передает типичную, характерную такую атмосферу перед свадьбой. Здесь вот не тот момент, когда играют музыканты, много людей, вот, а предощущение праздника, предсостояние, когда вот-вот начинается торжество, очень лирично, очень красиво, с большими такими эмоциями, но и в то же время сдержанно. Вот это красивая, такая романтическая, интересная очень работа, которая находится в Севастопольском художественном музее города Севастополя. Художник передал, вот когда уже соцреализм набирал свои, так сказать, вот уже становления, обороты, суровый стиль. Здесь вот романтизм, символизм, легкость, воздушность и поэтичность, она притягивает зрителя. Работа была представлена на всесоюзной выставке в 1930 году. Отличие Ярмухамедова еще состоит в том, что как первый художник, который застал еще образцы, и яркие, хорошие, интересные образцы крымско-татарского народного декоративно-прикладного искусства, является то, что он в совершенстве знал традиционный орнамент, крымско-татарский орнамент восточного региона. Наряду с такими орнаменталистами, как Амет Калафатов, Эдавие Эфендиева, Айши Мамбетова, первый крымско-татарский художник, который обратился к станковой живописи, великолепно знал традиционный орнамент и использовал его в своей театрально-декорационной живописи. После 28-го года начались репрессии. И вот Аби Ярмухамедов был, видимо, как раз попал в жернова вот этого репрессий этого периода.